Я предлагаю, несмотря на то, что у нас аудитория в виде амфитеатра, все-таки вот именно в таком формате провести. Поэтому я сейчас скажу буквально там пару слов, как я все это вижу, какой у нас есть опыт, где есть наши соратники и аналогичные примеры. А дальше все-таки хотел бы прямо построить формат в таком виде, как я описал до этого. Значит, давайте некоторые соображения, почему вообще меня эта тема интересует. Вы, может быть, скажу пару слов о своем бэкграунде. Я физик, исключительно. То есть, у меня айтишного бэкграунда нет, хотя, конечно, мы используем в работе IT, мы все программируем, но это, скорее всего, не тот уровень программирования, который, я уверен, есть у большинства, у многих сидящих в этом зале. То есть я не претендую на глубокие знания. Вот. Мой единственный язык программирования C++, такой рабочий. Вот. Но я здесь скорее из таких вот концептуальных соображений. Соображения следующие. Ну, мы же все постоянно говорим о том, что в республике очень много проблем в первую очередь с трудоустройством, с некой стратегией развития республики, куда мы должны двигаться. И, ну, я не исключение, я тоже думал над этими вопросами. И, пытаясь ответить на них, смотрел на то, какие есть примеры в мире, кто как двигается, кто как развивается. И если смотреть на такие большие страны, как, например, Индия, Китай, Пакистан и так далее, которых примерно те же самые проблемы: слабая индустрия, высокая плотность населения и так далее. Вот. Они свой стартовый капитал заработали на IT. Во всем мире те же индусы известны как программисты. В первую очередь спросишь, вот индусы это кто? Программисты. Хотя там, конечно, много других людей, но вот там в одной Америке только больше миллиона программистов. Это было там еще лет 10 назад. Сейчас, я думаю, ну, там 15 лет назад даже, когда я там с индусами общался часто. Вот. Сейчас я вот уверен, в разы больше. Даже сомневаюсь. Вот. То же самое касается каких-то Пакистана, Китая и других стран. Если посмотрим на Украину, Беларусь, где те же самые проблемы были после распада Советского Союза, они дали очень сильный и мощный старт за счет IT. Если мы посмотрим на республику, на нашу, ну, честно вам скажу, здесь Магомед меня записывает, да, не в критику будет сказано всем хорошим начинаниям в плане строительства там, всяких заводов, фабрик. Но я лично не вижу здесь индустриальной республики. У нас мало земли, хорошая экология. Если строить какие-то заводы, если строить современные заводы, то там 2 человека на производство должно быть. Если строить заводы, где надо много людей, ну это, скорее всего, будет какое-то там прошлого века предприятие, которое будет загрязнять нашу окружающую среду и экологию. Не говоря уже о том, что ну, просто у нас территории недостаточно для того, чтобы здесь сделать много фабрик, предприятий производственных. И вопрос с трудоустройством, особенно молодого населения, конечно же, такой подход никак не решит. То же самое касается и туризма. Но я не представляю себе, честно говоря, чтобы мы там вот ходили и там туристов развлекали. Ну, конечно, можно какую-то часть, так сказать, этой истории тоже освоить, но глобальные проблемы это не решит. Единственная возможность реально и трудоустроить, и сделать экономический рывок – это IT. Это область, в которой все, что нам нужно, это выход в интернет, компьютер, рабочее место и голова. Все. Соответственно, ну, если так резюмируя, вот то, что я вижу, это через 10 лет в республике должно быть несколько миллиардов бизнесов,
стартапов, которые работают на международном рынке, еще десятки средних, сотни мелких стартапов и тысячи попыток сделать кого-то из тех, кого я перечислил ранее. Вот как бы то направление, куда надо двигаться, и для этого, в общем-то, все ресурсы у нас есть. Начально это светлые головы, активная молодежь и фактически такая глина в качестве экономики, в которой, ну, фактически, ну, извините, я сейчас не хочу уж совсем там экономику республики не сводить до нуля, да, но по большому счету это сырой материал, из которого можно делать все, что угодно. Вот. Я понимаю, там какая-нибудь сибирский город, который был построен ради там, рудника или гидроэлектростанции, или еще чего-нибудь, да, и там вот переделывать ту экономику очень сложно. Вот. Но в нашем случае это не так, у нас ну, так, экономика, в общем-то, базовая, средняя, делать ничего хочешь. Вот. А почему мы сейчас собрались? Если возвращаясь к началу нашего разговора, мне кажется, что вот я надеюсь и уверен, что у нас есть достаточно людей, которые работают в IT, у которых есть идеи, есть желание что-то делать. И если мы каким-то образом сорганизуемся, и вы, если сорганизуетесь, я готов там каким-то образом, той части, в которой я могу помочь, теми ресурсами, или, может быть, знаниями, связями, которые там, имеются, продвинуться, да, вот, к тем целям, которые я сейчас обозначил, если они разделяются, то можно было бы достичь успеха. Вот простые соображения, которыми я хотел с вами поделиться, а остальное скорее услышать ваше мнение, ваш фидбэк, так сказать, на то, что я сказал, и дальше уже будет дискуссия, в которой мы, каждый из нас сможет что-то сказать и дополнить. Давайте я на этом пока запятую поставлю, и кто хочет, выскажется. И как пример приведу такой регион, как Якутия. Очень мне нравится этот регион, я там ни разу не был, но в ближайшее время собираюсь туда поехать. Значит, в Якутии всегда была очень сильная школа математики и физики, и оттуда очень много олимпиадников выходило. Команда по математике, там, еще, ну, как минимум там, последние 20 лет занимала призовые места на всероссийских олимпиадах. В общем, база математическая там была сильная и есть. И лет 10 назад, ну так, для примера, якутов 500 тысяч человек населения, именно якутов. Вот. И проблемы они испытывали в Якутии примерно такие же. У них там много алмазов, так сказать, и рудных всяких вещей, в отличие от нас. Но как бы, вся та же история, так сказать, безработица и все остальное. Вот. И 10 лет назад они начали движение как раз в эту сторону. То есть собрались вот точно так же, как мы сегодня собрались айтишники. Вот. Их, по-моему, было 80 человек примерно. Вот. И договорились, что они создают ассоциацию. Вот. Выработали некий план действий, дорожную карту. И сейчас это за 10 лет. Это основной, ну, один из ведущих, я бы сказал, даже самый крутой IT-центр в России. Я не знаю, может кто-нибудь из вас там пользуется такой программой, как InDriver. То есть там Uber, Яндекс.Такси и так далее. InDriver. Вот. Адам пользуется InDriver. Это якуты. Вы знали, да? Это якуты. То есть месяц назад они провели IPO. 1,2 миллиарда долларов оценка этого стартапа, который появился там несколько лет назад. Вот буквально в сентябре, в августе или в сентябре их оценили в 1,2 миллиарда долларов. Это хороший успех. И таких проектов у них несколько, таких вот крупных. Вот. Может быть, кто-нибудь знает такой проект, как Майтона. Это стартап,
стартап, который производит мультики. Вот. У них много других крупных, мелких стартапов. То есть сейчас в Якутии быть там, программистом это так же престижно, как там, не знаю, у нас, я даже не знаю, с чем сравнить, чиновником, наверное, быть, да? Вот. Ну, горько и смешно, так сказать, но я имею в виду в той части, которая нас касается. Но в Якутии они сделали за 10 лет вот такой вот рывок. Я не вижу причин, почему мы этого не можем сделать. Но почему я эту тему сейчас коснулся? У них была очень сильная база в виде математики. И это действительно то, что необходимо, потому что это базовая логика, это структурирование мышления, ну и все остальное. Не будет там, математика, мать всех наук и так далее. Это, может быть, такие красивые слова, но в реальности это так и есть. Так вот, на мой взгляд, ну, есть несколько процессов, которые надо параллельно запускать. Конечно же, обучение IT, то, что Декан только что рассказал. Значит, второе, мне кажется, очень важно, там, с первого класса запускать, сделать приоритетом в обучении в школе математику. Вот. Я не говорю, там, не ратую за свою физику родную, так сказать, но математику, да. Вот. Ну и как бы, если не будет на выходе, то есть уже сейчас не будет на выходе некой возможности для создания собственных стартапов, для создания, если будут там венчурные фонды, которые будут инвестировать в стартапы, которые рождаются внутри, если не будет компаний, которые будут делать заказы на работу простых программистов, то, конечно, вот этой мотивации, поддержать эту мотивацию будет крайне сложно, поэтому здесь есть прям несколько направлений, по которым надо работать, находить работу для программистов, в том числе удаленную, московские там, компании какие-то подключать там связи. И мы могли бы, наверное, так сказать, по нашим знакомым, землякам вот такую работу провести, так сказать, и найти людей, которые могли бы обеспечить работу тех, программистов, которые бы здесь появлялись, с одной стороны. С другой стороны, наверное, надо работать в сторону создания венчурных фондов, которые бы могли профинансировать собственные проекты наших ребят. Вот. Ну и да, и еще один момент, вот вы родителей упомянули. Ничего не могу сказать по этому поводу, не знаю. Но мне кажется, что это еще один момент, еще одно направление, в котором надо было бы поработать. Это донести до родителей всю престижность и перспективность такой профессии, как программист. Потому что немногие это дело понимают. Мне кажется, что многие по старинке считают, что надо идти в чиновники или в силовики, там еще куда-то. Да? Ну, потому что единственная работа, которая здесь там, реально есть, это вот, либо чиновником, либо силовиком. Ну, там какой-то частный бизнес, может быть, есть. Я прошу прощения, что так скептически отношусь, так сказать. Может быть, вы меня сейчас поправите и скажете, что все не так. Раз что завязалась дискуссия, я хотел бы на пару вопросов все-таки ответить. Значит, Магомед, ты сказал две вещи, основные такие, да? Ну, с математикой я соглашусь, я сам это сказал, что математика нужна. Но это бэкграунд, который параллельно запускается, и он никак не связан с основными целями. Значит, первое по поводу, если мы сейчас будем здесь IT заниматься, через 10 лет где мы будем? А давайте так сделаем, а давайте мы флешбэк сделаем. Вот давайте посмотрим на тех же якутов, которые 10 лет назад начали заниматься, для себя поставили целью там, заняться именно IT. И примерно вспомним, а что было 10 лет назад в части программирования. Вообще, да. Вот, отлично. То есть довод, что то, что будет через 10 лет, не будет похоже на то, что сейчас, и поэтому мы можем подготовить не тех, кого надо, он несостоятельный. Потому что 10 лет назад в Якутии еще больше отличалось от нынешнего состояния, чем мы будем отличаться там, то, что будет через 10 лет. То есть это как бы процесс прогресса непрерывно идет, так сказать, и
то, что через 10 лет, это же не так, что мы вот сейчас мы это начали, да, так сказать, от мира отгородились, что-то сделали, 10 лет этим занимались, потом открыли дверцу, посмотрели, что в мире, опа, там зима. Так? Нет, мы же все там, не глупые люди, понимаем, что так делать не надо, да, мы не собираемся за калиткой, так сказать, все это делать. Поэтому это вот один момент, да. Второе, вы знаете, я считаю, что, ну, это как бы моя, как там, человека там, знакомого с математикой, вот, по жизни у меня, вот, я считаю, есть 3 точки. 0, 1 и между. Да? Вот 0,1, 1/10 от 9 десятых ничем не отличается. Вот 0 отличается, единица отличается. Все, что посередине, это посередине. Поэтому, когда мне говорят, есть некий стейтмент, да, вот есть некое утверждение. Когда мне говорят, не, ну вот подождите, ну как бы, а вот мир многогранен, давайте вот всем заниматься. Это не утверждение, это как бы, извини, так, демагогия даже. Всем, ну конечно, надо всем заниматься. Но если нет приоритетов, то ты будешь оставаться там, где ты есть. И это как бы факт. Всегда должны быть приоритеты. Если у тебя нет приоритета, ты не будешь развиваться. Поэтому я не настаиваю, что значит, именно IT должно быть главным приоритетом. Нет. Но сегодня мы собрались как бы для того, чтобы найти тех единомышленников, которые разделяют эту точку зрения. И если окажется, что таких единомышленников достаточно, то, наверное, можно будет опять-таки собрать, вот, я даже не говорю про себя, я здесь как бы за рамкой остаюсь, потому что я не айтишник. Я скорее хотел бы высказать мысль вот, для тех людей, которые внутри республики, вот, именно айтишники, которые занимаются. Если есть общее видение того, что да, вот это наше будущее, вот туда надо двигаться, то тогда надо сделать некие, наверное, шаги, которым нам вместе сейчас надо там, договориться сейчас, или сделать еще одну встречу, или еще как-то. Договориться о том, что мы как бы начинаем процесс организации и двигаемся в эту сторону, все вместе. Вот мое утверждение очень простое. Если мы видим общее будущее там, значит, нам надо договориться, что мы туда идем, и договориться о шагах, которые надо сделать. Я надеюсь, что я, так сказать, не перебил то, что ты сказал. Вот, поэтому я все-таки чаще всего мы как бы ориентируемся на то, что есть, и экстраполируем это дело, ну, условно говоря, на год, на 2. Вот. Я не зря обозначил там веку 10 лет. Вот. Я обозначил работу там тоже с теми же школьниками с 1 класса в области математики. Потому что ну, по-другому не работает. И нам здесь не надо ждать там быстрых побед и говорить, что мы там завтра все программистами станем. Это первое. Поэтому абсолютно согласен, что комплексный подход, и надо реально начинать там с образования, с тимбилдинга непременно, то есть это все софт-скиллы, о которых вы сказали, тоже очень важная вещь, не менее важная, чем знание самого программирования. Не соглашусь, что можно заказать разработку в той же Индии, потому что, ну так, я же тоже со стартапами очень много работал, то есть я знаю, что ты можешь заказать в Индии разработку, когда ты знаешь конкретный продукт, который ты хочешь сделать. И ты заказываешь разработку. Но когда ты хочешь сделать стартап, который может сделать пайлотов там, с десяток, пока он при изменении, так сказать, да, полную концепцию поменять можешь раз 10, пока ты сделаешь тот продукт, который тебе надо, ты не можешь это сделать удаленно. То есть ты должен с человеком работать, вот, даже, так сказать, в одном офисе должен с ним сидеть и каждый день с ним общаться, каждый день корректировать и так далее. То есть знания программирования все-таки нужны местные программисты, и без этого, скорее всего, никуда не уйдешь. Это вот второй такой момент.
важную историю, вот вы обозначили, что есть ресурсы. Совершенно верно. Есть много достаточно ресурсов. Есть фонды, есть гранты. Вот вы говорите, что сейчас там мало что делается в этом направлении со стороны государства, там, нашей республики. Наверное, соглашусь. Но это не значит, что завтра будет так же. Да. То есть, да, я разделяю ваш пессимизм. Вот. Относительно там текущей ситуации в области IT. Но я не разделяю пессимизм относительно ситуации, которая может быть через 10 лет. Вот, ну, мне будет 55, поэтому я надеюсь, увидеть эту ситуацию в другом цвете. Вот, поэтому дорогу осилит идущий, банальная фраза, но за этой фразой на самом деле все. То есть, если не начать, результата никогда не будет. Поэтому вот, мне показалось, что вот те, даже вы же обозначили на самом деле все шаги, которые надо сделать. Нужно общаться со взрослым населением, объясняя родителям в первую очередь перспективность этого направления, потому что они определяют в большей степени, особенно у нас, в большей степени будущее своих детей. Они говорят, куда им идти. Да, дети иногда сопротивляются, но по большей части все-таки родители задают вектор. Дальше уже и у детей мотивация появляется, и опять-таки надо и с ними работать каким-то образом и так далее. То есть я просто считаю, еще один момент. Вот вы правильно сказали, вы там 12 лет, у вас есть сообщество, есть интернет и так далее. Я же не настаиваю здесь, что я знаю больше вас. Я знаю меньше. И уж заведомо не могу здесь быть там, лидером процесса или даже как-то советовать, куда идти. Причина, по которой я затеял эту дискуссию, именно в том, что, ну, как бы, будучи со стороны, вовне системы, да, ну, мне показалось, что было полезно поделиться неким видением, куда можно прийти, и, может быть, даже и во время следующих встреч поделиться опытом, как другие пришли туда. И, может быть, опять-таки, будучи вовне, подсказать, а где еще какие ресурсы есть для того, чтобы туда прийти. Но все это будет работать только если само сообщество внутри решит, что да, мы хотим туда прийти. Мы хотим развивать IT, мы хотим, чтобы здесь были стартапы, мы хотим, чтобы здесь был инновационный центр. Чтобы когда говорили Ингушетия, у всех в голове рождалось, это там, где куча стартапов. Понимаете? Не улыбайтесь, это возможно. Поверьте мне, это возможно. Я в этом уверен. Вот давайте встретимся через 3 года, если мы сейчас начнем, давайте через 3 года посмотрим, куда мы пройдем, какой путь. Я уверен, что мы много чего сможем сделать, но здесь нужно, как бы, да, может быть, здесь немного программистов, немного людей, которые там сами что-то делали, может быть, здесь только те, которые там только захотят этим заниматься. Кто-то остался за пределами этой аудитории, кто-то не знает меня, кто-то не услышал об этой встрече. Но давайте вы, как люди, которые в этом сообществе общаются, вы эту инициативу проявите, вы соберите сообщество. Вот. Смотрите, я всегда люблю приводить пример такой в свой адрес. Я к себе его всегда применяю такую притчу. Художник на улице рисовал портрет человека. Ему подошел сапожник и сказал, у тебя тут каблук неправильно нарисован. Но художник говорит, давайте я его как правильно. Он ему показал, как правильно сделать все. Вот. Он говорит, ну, тот подправил каблук, сейчас устойчиво, да. Вот. И вот шляпа у тебя как-то тоже неправильно нарисована. Вот что ему художник ответил? Ты сапожник, суди не выше сапога. Вот я всегда эту притчу к себе применяю. Вот. И не беру на себя то, в чем я не являюсь специалистом. Поэтому я готов помогать республике всеми доступными мне способами, но только там, где я разбираюсь. Вот в IT я не разбираюсь, поэтому отбирать как-то молодежь, там, этим помогать, этим не помогать, к сожалению, я не могу. Вот по физике мы уже с Фатимой Юсуповной договорились, по физике, по математике. Мы вот
сейчас достаточно там 2 мероприятия провели, так сказать, по значит, интенсификации работы с заочной физико-технической школой при МФТИ. И туда ребята, я надеюсь, ну, в этом году поступали, так, в следующем еще больше будут поступать. Там еще есть ряд мероприятий тоже вот по этому направлению связаны. Поэтому здесь мы будем что-то делать. А вот что касается IT, ну, я надеюсь, те люди, которые занимаются IT-профессионально, вот такие как Ислам, так сказать, не осудят меня за нынешнюю встречу, за то, что я проявил такую инициативу. Вот. Но здесь я посчитал со своей стороны допустимым все-таки поделиться своими мыслями и попытаться как-то простимулировать, но только на это. Потому что, да, я могу еще, конечно, какие-то ресурсы как говорится, по запросу обеспечить, ну, вот, или попытаться обеспечить. Но запрос должен быть именно от сообщества. Поэтому вот, ко всем присутствующим, Исламу, тебе, Магомеду, Бихану, просьба, вот, если вы соорганизуетесь, привлечете тех людей, которые вы считаете полезны будут, создадите это комьюнити, вы говорите, оно есть, да, но его незаметно, к сожалению. Вот давайте вместе проанализируем. Ну, я так физик, но, допустим, на физтехе занимался стратегией развития университета. Я занимался стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, там, одним из ключевых разработчиков ее и так далее. То есть у меня есть некий опыт там, стратегического развития. И вот, ну, такие вещи можно было бы, так сказать, использовать, не углубляясь в специализацию, да, где я не разбираюсь. Но в стратегических вещах есть определенный опыт. Поэтому мы тут вместе могли бы, вы с профессиональной точки зрения, я с некой, там, условно говоря, как взгляд со стороны, и там, мы будем считать, что ресурс некий внешний, да, мы могли, мне кажется, сделать что-то большое. Вот у меня предложение, давайте вы соорганизуетесь, меня позовете в том формате, которым вам нравится, в формате круглого стола, и мы бы пообсуждали и договорились бы, а куда мы хотим двигаться и куда хотим прийти, и что для этого нужно. Прям дорожную карту напишем, что нужно от государства, что нужно от частного бизнеса, что нужно от родителей, что нужно от школьников, и прям по шагам раз, и будем действовать. Я все-таки считаю, что перспектива у нас есть. IT как приоритетное направление развития республики для меня практически безусловно. Я в этом не сомневаюсь, что это главный приоритет должен быть. У нас просто нет другого пути развития. Если смотреть на перспективу 10 лет и комплексно подойти к этой задаче, то цель вполне достижимая. Вот. Ну и последнее, это должно собраться, я не верю, честно говоря, в вертикальные системы, я верю в горизонтальные связи. Это означает, что надо строить комьюнити. Вот. Сюда, кстати, умение построения, умение тимбилдинга, это здесь основное. Поэтому надо строить комьюнити. Вот. Так что здесь у меня просто призыв к самим ребятам, которые этим занимаются, давайте это делать, а я со своей стороны буду помогать с внешнего контура. Спасибо за приглашение.